Итак, здесь сказано: «Ман лам юбейит ас-сияма кабля аль-фаджр», кто не имел намерения поста ночью до фаджра. До фаджра. Под фаджром имеется в виду что? Утренняя заря. Какая утренняя заря? Вторая утренняя заря. Потому что утренняя заря, мы знаем, что есть два вида утренней зари. Первый фаджр, который называется еще ложным фаджром, ложной утренней зарей. И есть второй фаджр, который называется истинным фаджром, истинная утренняя заря. Между ними где-то промежуток по-разному, зависит от времени года. Бывает час, бывает больше часа, бывает меньше часа. Этот промежуток между первой и второй утренней зарей. Хорошо? Какая разница между этими двумя видами зари? Как мы можем отличить, это первая заря или это вторая заря? Есть три отличия. Три отличия мы проходили с вами раньше, их, иншаллаху тааля, и сегодня тоже повторим. Первое отличие, что истинная утренняя заря, то есть вторая утренняя заря, она имеет протяженность со стороны востока вдоль востока, от севера до юга. От севера до юга. Хорошо. Что касается первой утренней зари, то она не тянется горизонтально, вдоль горизонта. Нет, она вертикально, то есть идет от востока к западу. Рассекает небо. Хорошо? Это первое отличие. Первая утренняя заря, вторая утренняя заря. Второе отличие. Истинная утренняя заря, то есть вторая утренняя заря, ее свет связан с горизонтом неразрывно. То есть нет промежутка темного между нею, между этой полоской и горизонтом. В отличие от первой зари, она находится выше горизонта. Между ней и горизонтом есть что? Темный промежуток. Хорошо, это второе отличие. И третье отличие, что первая утренняя заря, так называемая ложная утренняя заря, после нее снова наступает мрак. Снова наступает темнота. Что касается второй утренней зари истинной, то она все время только что растет и растет и растет, и светлее, и светлее, и светлее становится. После нее уже не наступает мрак. Это три отличия между двумя утренними зарями. На какую утреннюю зарю нужно ориентироваться в начале поста? И какая утренняя заря является началом времени утреннего намаза? Первая или вторая? Конечно же, вторая. Первая заря потому называется ложная. Хорошо? Поэтому прекращение еды, питья и всего, что нарушает пост, ориентируемся в нем на что? На вторую утреннюю зарю, на истинную утреннюю зарю. То же самое касается начала времени намаза. Поэтому нужно быть осторожным. Зачастую календари, не знаю, особенно в месяц Рамадан выпускают календари. Там на всякий случай, может быть, беспокоятся о людях или что, не знаю. На всякий случай делают на 5, на 10, а то и на больше минут время окончания возможности пить и есть. На 5-10 минут указывается раньше срока. Хорошо? А на самом деле фаджр, то есть вторая утренняя заря, рождается позже. Рождается позже. Некоторые люди, хорошо, предположим, если они перестали есть, ориентируясь по этому календарю. Это полбеды. Потому что, иншаллах, пост его действителен. Но если он намаз сделает, ориентируясь на этот календарь, то есть возьмет, и как только он увидел в календаре написано 4:36 или 3:46, встал и в 3:47 встал и сделал намаз. Потом уже в 4 смотришь, он уже спит. Хорошо? Что мы скажем? Человек, его намаз под угрозой, и, возможно, его намаз недействителен. Потому что календари эти спешат, как правило. И нужно убедиться в наступлении времени утреннего намаза. Ориентир у нас не календарь, и ориентир у нас не азан также, потому что муаззин может прочитать раньше или прочитать позже. Ориентир у нас что? Рождение утренней зари аль-фаджр.